Зовут меня Хузин Рустем. Я закончил художественную школу в Нижнем Ломове Пензенской области, потом 5 лет художественное училище в Пензе и 5-6 лет Академия имени Глазунова в Москве. Ну, не имени Глазунова, должна была она быть имени Васнецова, но Российская академия живописи, военного изучества. И потом 3 года стажировался здесь под руководством Хариса Абдурахмановича Якупова. Примерно с 2005-2004 приблизительно я в свободном плавании преподавал от подготовительных курсов до диплома. Я довел ребят в группу в Фешенском училище Казанском. Вот. Сейчас я работаю как свободный художник, но езжу, преподаю, провожу мастер-классы по всей России. То есть я преподаю в училищах Пенза, Пермь, потом, значит, в Ярославле я был. Ну, почему я езжу и преподаю и считаю это необходимой обязанностью своей? Во-первых, потому что тот путь, который я в своем искусстве исповедую, да, это путь реалистический, это реалистическая школа, она нуждается именно в сохранении традиций. То есть мало того, что художник должен достичь определенного уровня, он должен еще и постараться передать эти знания, потому что это длительная школа, это мы не случайно художники учатся так долго, потому что в течение всех этих лет изучается как материальная природа, из чего состоит мир, тот материальный мир, который нас окружает, но изучается прежде всего человек. Вот. Человек, его структура, его устройство, его психология. Мы изучаем разные науки: эстетика, этика, философия, множество исторических наук. Вот. И все лишь для того, чтобы в конечном итоге из нас получились люди, которые помогают обществу. Это я говорю об идеале, да, вот какой должна быть профессия художника, для чего она нужна. То есть мы должны создавать те небольшие зеркала, желательно, чтобы они были чистыми и не кривыми, да, в которых наше современное общество, глядя, или при взгляде на которые общество бы увидело свои и хорошие стороны, и плохие, да, и могло двигаться к совершенству. Ну, то есть это так, может быть, пафосно звучит, но в принципе в своей природе профессия художника нужна именно для этого. То есть мы наблюдаем красоту вокруг нас, собираем по частицам распределенную красоту в этом мире. Как правило, она разбросана, да, мы изучаем, мы ходим на природу. Вот до этого у нас был разговор, и меня спросили, а как вот такие яркие получаются, вот акварель, вроде бы она такая сдержанная, да, но в то же время, а у вас как-то ярко получается. Но вот я говорю, что художник, он концентрирует какие-то вещи, да, собирает их, как сливки на молоке, вот, именно для того, чтобы какие-то вещи мы можем усилить, для того, чтобы обратить внимание людей на то, что на самом деле мир вокруг прекрасен. То есть жизнь, она сложна, она полна испытаний, но очень много того, что помогает человеку эти испытания преодолевать. Вот. Ну и, конечно, в основе этих вещей любовь. Вот. А любовь – это часть вообще красоты, да, вот, науки о прекрасном. И то, чем занимается вообще художник, как часть этого общества, это, конечно, мы работаем, мы ищем, мы создаем, мы открываем для себя формулу красоты. Она многогранна. Вот. И как сказал один классик, красота спасет мир. А как сказал один из наших современников, музыкант, сейчас наступило время, когда надо спасать саму красоту. Вот. И искусство во все времена вообще занималось тем, что обращало внимание, воспитывало взгляд человека, сердце человека на то, что вокруг красота существует, она растворена, ее надо просто уметь увидеть. И помогало зрителю, да, простому человеку воспитывать тягу к красоте, любовь к красоте, да, стремление к красоте. Вот. И помогало таким образом человеку облегчать вот этот экзамен жизненный, да, вот этот экзамен под названием жизнь. То есть понятно, что мы в этот мир пришли не просто так. Вот, не просто так. Вот. И поэтому вот в целом на этой выставке представлены разные жанры. Я занимаюсь станковой живописью. Станковая живопись означает, значит, это когда картина стоит на станке, мольберт. Все себе представляете мольберт, да? Есть монументальное искусство, это храмы, это росписи стен, это мозаики.
такие большие форматы, вот, которые наблюдаются со стороны, они могут на стенах различной архитектуры, зданий, могут быть внутри помещений. Вот. Есть миниатюра, которая встречается в книгах, да? А мы занимаемся, это что-то среднее, которое стоит вот именно на мольберте, и я могу, но и там, и там, и там, и в большом искусстве крупном, и в маленьком, и в моем среднем, да, станковой живописи, я ее как бы среднеразмерным искусством называю, стоят одни и те же задачи. Создание произведения, которое призывает человека к размышлению. То есть мы создаем что-то наподобие рассказа, да, но только в красках, посредством краски, цвета точнее, линии, пятна, тона, колорита, да. Это вот инструменты художника-живописца. Это такая же задача, как у композитора, да, в музыке, у писателя, у литератора и так далее. Вот. Только мы это делаем красками, цветом, через цвет, посредством именно тех инструментов, которые есть у нас в профессии. Вот. И вот в станковой живописи есть множество жанров. Портрет, натюрморт, пейзаж. И самым сложным считается картина, жанровая картина, фигуративная картина. Вот. Потому что она требует знания всех предыдущих жанров, которые я перечислил. Да? Конечно, каждый художник, я в том числе, стремлюсь к этой сложности. Да? Даже если я ее не достигну, вот, это все равно сам процесс заставит меня работать над собой. Вот. И поэтому здесь, на этой выставке, представлены работы, очень много здесь этюдов. Да? Художнику, реалисту, живописцу необходимо работать много на натуре. Мы ездим много, путешествуем. Почему? Потому что для того, чтобы создать какой-то образ из прошлого, да, создать какое-то историческое полотно, конечно, я должен свободно владеть, то есть у меня должен быть богатый словарный запас. Ну, конечно, я должен что-то читать из исторической литературы, я знать какие-то события, когда они происходили, их подоплеку, что-то уметь я должен сочинять, у меня должны быть композиторские способности, да? Вот. Но в то же время я должен это написать, опираясь на понятие красоты. То есть я должен это сделать эстетично, красиво. Вот. Ну, это современная тенденция, знаете, унитаз в ряд поставить, и, значит, то есть они идут от противоположного, то есть там идет антиэстетика. А все классическое искусство строится на понятиях как раз эстетического образа, да? Когда мы создаем то, что является продуктом прекрасного, да? То есть опирается на законы красоты. А красота она многогранна, там есть равновесие, там есть динамика, есть там статика, движение и покой, все это одновременно совмещается. Там есть и равновесие, да? Там есть гармония красок, это если мы говорим о колорите. Там есть ритм, что напоминает о сердцебиении человека, да? Ритм жизни, ритм дней, ритм лет и так далее, времен года, все повторяется. На самом деле картина – это уменьшенная модель мира. Если мы вообще вернемся к первоистокам вот этих вещей, то мы поймем, что вообще изначально, значит, это будет следующий вопрос, который я тоже потом затрону. То есть разрешена ли в исламе там изображение, да? Я по вероисповеданию, я мусульманин. И у меня был в свое время вопрос, мне кто-то сказал, что вообще нельзя живых изображать. То есть, и вот это сочетание между молотом на ковами, между небом и землей, мне известно как никому, потому что я даже хотел бросить академию. Но хорошо умные люди как бы мне подсказали, и вовремя я нашел ответ на эти вопросы. Так вот, немножко сбился с мысли. Когда мы создаем понятие красоты, оно очень многогранно, и мы изучаем именно эту формулу красоты. Пишу ли я человека, да? Изображаю ли я натюрморт или историческую сцену, я всегда изображаю лишь то, что я когда-либо видел. То есть вот когда говорят, как вы хорошо сочиняете, да? Я не сочиняю. Я могу лишь вспомнить, да, и уже на основе этого, да, сочинить, но на основе увиденного. Никогда я не смогу написать и нарисовать то, что я никогда не видел. Поэтому задача художника и все эти годы, о которых я сказал, учебы, они включают в себя постоянное наблюдение, постоянная студия, постоянные тренировки, приучение, да, своей руки, сердца, глаза
видеть, наблюдать красоту и еще уметь ее изобразить. Вот. Именно на это уходят эти годы. Наверное, так долго, как мы, еще врачи учатся. Да? Но на самом деле в основе каждой профессии вот это бесконечное совершенствование, оно лежит. Вот. Ну, а если мы в истории человечества, я тогда писал статью, в которой было, я просто написал, что нам необходимо, я искал причину, почему вообще профессия умирает, может быть не умирает, а она так не востребована сейчас в нашем современном обществе. Я просто пришел к выводу, что нам просто художникам, людям творческих профессий необходимо вернуться к духовным первоосновам своей профессии. То есть, когда то, ради чего вообще профессия возникла, исчезает, понимание, да, исчезает и профессия. Вот. Вообще первым человеком считается художником. Вообще в истории даже ислама, как ни странно, да, первым художником является пророк Идрис, мир ему. В каком-то поколении он один из потомков Адама, он был портным, шил одежду, и когда он шил одежду, он также был живописцем, считается первым живописцем. Он шил одежду, он начинал шить с именем Всевышнего. И когда, если он забывал упомянуть имя Создателя, он распарывал эту строчку, возвращаясь снова с именем Создателя, начинал шить. То есть вообще это Богом данная профессия. И если мы говорим о красоте, да, и вспомним хадис пророка Мухаммеда, да благословит Аллах его и приветствует, Всевышний прекрасен и любит красоту. То есть, работая с прекрасным, ища эту красоту, наблюдая ее, изучая ее, да, мы на самом деле ищем Всевышнего. Джамиль, Аллах прекрасен, да, то есть Джамиль это имя, одно из имен Всевышнего. И поэтому, как бы я это ни называл, да, я чувствую, когда я работаю над картиной, мое сердце успокаивается. То есть я, какие бы проблемы ни были, я сажусь за живопись, за холст, я отвлекаюсь, я погружаюсь в какое-то другое состояние, и я забываю о своих проблемах. Ну, я преподаю, ко мне приходят многие ученики, и после сеанса живописи они встают и говорят, как будто бы отдохнули вообще. То есть, ну, спасибо, вот мы, говорит, отдохнули. Даже вот кто люди приходят на выставку, если пройдутся, по работы посмотрят, они говорят, да, мы как будто бы вот съездили куда-то на отдых. Я всегда радуюсь, если я слышу эти вещи, потому что моя задача как художника написать такое произведение, которое успокоит сердце человека. У нас были дискуссии, ну, среди художников всегда идут такие дискуссии, кто-то говорит, вот надо писать такие картины, чтобы крышу срывало, да, чтобы тебя заметили обязательно. Я говорю, Саша был, вот у меня коллега, он и сейчас есть. Я говорю, Саша, сейчас и так крыша сорвана. Агрессивная информационная среда, пространство, да, вот это агрессивное. Сейчас нужно успокаивать сердце человека, успокаивать. В Коране Всевышний говорит, «Аля бизикрилляхи татмаинну кулуб». Только вспоминая меня, успокоится сердца людей. То есть и поэтому художник, он ответственен за то, что он делает, да, отвечает за то, что он с каким состоянием он вообще пишет работу. Я думаю, что, наверное, люди отказываются именно от живописи, от искусства, потому что сами художники не могут дать такой продукт, который бы действительно радовал сердце человека. Я знаю, среди многих моих коллег, они вообще не придерживаются вот таких, скажем, таких позиций или такого мировоззрения, да, и не задумываются многие над этими вещами. Вот. Но вот здесь, на этой выставке, ни одна работа не написана без имени Создателя. Да? То есть мы пишем, мы выходим, например, на природу, я люблю ездить на Урал, я беру омовение, как перед молитвой, да, одеваю чистую одежду, выхожу и стараюсь никакие мысли не пускать в свое сердце. И только в этом состоянии, чувствуя себя частью природы, я могу рассчитывать на то, что работа получится, хорошая работа получится. То есть, а в этюдах задача у меня какая? Как можно точнее взять вот это состояние природы, взять отношения как можно правдивее, да? Вот, и если вы почитаете классиков, даже вот русского искусства, да, я очень люблю русскую реалистическую школу. Там основной задачей, да, в произведениях являлась правда, основной целью. То есть правдивое изображение читаешь у одного, да, второй, значит, пишет, я не заканчивал работами над одним произведением, прежде не удостоверившись в
правдивости того, что делаю, тысячекратно. Тысячекратно, пока я не убедился, что это правда то, что я написал. Да? Поэтому постоянно работа с натурой. Проверяем освещение, среду, в которой я пишу, точные пропорции. Да? То есть реалистическая картина, она требует обращать внимание именно на эти вещи. Вот. Поэтому и то, что касается исторического полотна, да, здесь есть исторические полотна, да, в которых я бы не стал себя так громко называть историческим живописцем. Я хотел бы как можно больше сделать в этом направлении. Почему? Потому что у татарского народа живопись, может быть, существует 100-150 лет всего лишь. У русского народа, да, братского русского народа, больше 300 лет. Еще добавьте сюда множество академий, которые работают на визуализацию истории. Вот. А у нас нет, а что у нас такая неинтересная история, или у нас не о чем рассказать? Вот. А одна история Беляра, там Беляр, археологи говорят, 0,03 вообще изучено всего лишь. Это был великий город. В 1236 году его площадь достигала 700 гектаров. Париж и Киев вместе взятые не достигали таких форматов. Лондон был 150 гектаров. То есть 700 гектаров. Сравните, да? То есть великий город в русских летописях. Там производство ювелирки, различных ремесел, работали ремесленников очень было много. Там все создавалось в промышленных масштабах. Правда, есть утверждение, что если бы Беляр не погиб, а просуществовал бы еще 50 лет, то ему бы все равно пришел конец. Почему? Потому что леса были вырублены вообще во всей округе. То есть для производства всего этого, значит, кузнечное дело, ювелирка, все требует дров, топлива и так далее. Да? Где брать? Вот леса. Вырубались леса. Вот такое мнение. Это Зафар Шакиров, мы с ним разговаривали, сейчас директор Белярского музея-заповедника. Вот, и он сказал, вот, да, много лесов было, вырубалось, да, активно шла вырубка леса. Вот. Ну, так, судьба такова, что город потерпел поражение и был стерт с лица земли в 1236 году, когда монгольские объединенное, значит, войско чингизидов пришло и взяло в кольцо Беляр. Город был уничтожен, потому что оборонялся. Вот. И дальше началось завоевание Руси. Вот. Но история, конечно, очень интересная, да, она будет еще открываться. И мне хотелось бы, на самом деле, чтобы историки, наши татарские историки, очень плотно работали с художниками, да, и чтобы мы тоже работали вместе. То есть, потому что истории очень много издается, допустим, исторической литературы, которая не иллюстрирована совершенно. Или иллюстрируется очень слабо, да, и от этого доверия к ней тоже, скажем так, мало. То есть слабая иллюстрация или слабый художник. Вот. То есть это к вопросу о том, нужна ли изобразительность вообще, или нужно ли изобразительное искусство вообще татарскому народу даже, да, в республике. Вот. Мне очень хотелось бы, чтобы в республике обратили внимание на этот вопрос. Вот. Нужны музеи, свои музеи. Да? У нас является корифеем татарского искусства, я бы так сказал, Харис Абдрахманович Якупов. Но он номер один живописец, был еще Лутфулла Фатахов, его родственник, да, по живописи. Их никто не превзошел, на мой взгляд. То есть это субъективное мое мнение. Но мне посчастливилось заскочить в последний вагон уходящего советского социалистического искусства.